Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 2 апрелде Россия Федерациясынын өкмөтүнүн төрагасынын орун басары Алексей Аверчукту анын Кыргызстанга сапарынын алкагында кабыл алды. Мамлекет башчысы өкмөттүн төрагасынын орун басарынын сапары жемиштүү болуп, ал эми жетишилген макулдашуулар өзгөчө өз ара түшүнүшүүгө жана толук ишенимге негизделген стратегиялык өнөктөштүктү мындан ары да бекемдөөгө өбөлгө болоруна ишеним билдирди. Садыр Жапаров соода-экономикалык, илимий-техникалык жана гуманитардык кызматташуу боюнча Кыргыз-Орус өкмөттөр аралык комиссиясы абдан ийгиликтүү иштеп жатканын канааттануу менен белгиледи. Ал Кыргызстан менен Россия мындан ары да бардык тармактарда кеңири форматтагы кызматташтыкты өнүктүрүү аркылуу өз ара тыгыз аракеттешүүгө даяр экенин баса көрсөттү. Өз кезегинде өкмөттүн төрагасынын орун басары Алексей Аверчук Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы кызматташтык, өз ара урматтоо, тең укуктуулук жана эки жактын кызыкчылыктарын эске алуу принциптеринде курулгандыгын баса белгиледи. Ал ошондой эле мамлекет башчысын Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек ара маселесинин ийгиликтүү чечилиши менен куттуктап, эки союздаш ортосундагы тынчтык жолу менен жөнгө салуу Россия үчүн бүткүл Борбор Азиядагы туруктуулуктун маанилүү фактору экенин айтты. Уважаемый Алексей Лагвинович, приветствую вас. Весьма рад принимать вас и вашу делегацию на кыргызской земле. В самом начале нашего разговора хочу от всей души поздравить вас с высокой государственной наградой Кыргызской Республики орденом Достук. Прошу принять эту награду в качестве нашей глубокой и искренней признательности за ваш исключительный вклад в усилия в укрепление кыргызско-российского сотрудничества. Мы всегда чувствуем вашу помощь и поддержку в решении самых жизненных вопросов для нашей страны в рамках Евразийского экономического союза. Уверен, что ваш визит будет плодотворным, а достигнутые договоренности будут способствовать дальнейшему укреплению нашего стратегического партнерства, основанного на особом взаимопонимании и полном доверии. Мы с вами встречаемся накануне нашего общего праздника 80-летия победы в Великой Отечественной войне. В Кыргызстане и России свято чтят память фронтовиков, тружеников тыла, защитников нашей Родины от нацизма. Я приму участие в параде Победы 9 мая в Москве. Пользуясь случаем, прошу передать самые теплые приветствия и наилучшие пожелания президенту Российской Федерации, уважаемому Владимиру Владимировичу Путину. Я с большой теплотой вспоминаю его официальный визит в Кыргызстан в 2023 году, который ознаменовал новый этап развития кыргызско-российских отношений. Сегодня вы еще встретитесь с Адылбеком Алешевичем. Убежден, что сегодняшние переговоры с ним будут плодотворными и будут реализованы взаимовыгодные проекты, направленные на улучшение жизни граждан наших стран. Я всегда рад поддержанию тесных рабочих отношений по линии наших правительств. Хочу отметить, что каких-либо неразрешенных проблем между нашими государствами не существует. Сотрудничество развивается динамично. Для этого нужны постоянные контакты, активное партнерское взаимодействие. Хочу с удовлетворением отметить, что Кыргызско-российская межправкомиссия по экономическому сотрудничеству работает очень успешно. Так, в 2023 году объем взаимной торговли Кыргызстана с Россией составил $3,5 миллиарда и увеличился на 14,5% по сравнению с 2023 годом. Этот год обещает быть не менее активным и насыщенным между нашими странами. На повестке стоит официальный визит председателя правительства Российской Федерации Михаила Владимировича Мишустина в Кыргызстан и проведение 26-го заседания Кыргызско-российской межправительственной комиссии в Кыргызстане. Уважаемый Алексей Лагвинович, мы готовы и дальше тесно взаимодействовать и развивать полноформатное сотрудничество по всем направлениям. Уважаемый Садыр Нургажоевич, признателен за возможность вновь встретиться с вами и обсудить вопросы нашего сотрудничества. И, конечно же, позвольте выразить
личную благодарность за высокую награду Орден Дружбы Киргизской Республики и признание той работы, которую ведем мы все ради укрепления дружбы, связей, отношений, человеческих отношений между нашими странами. Это близкие страны, и Киргизия наш стратегический партнер и союзник, поэтому для меня это действительно меня тронуло по-человечески. И здесь, конечно же, традиционно дружественный характер носят наши отношения, и они основываются на принципах равноправия, взаимного уважения, учета интересов друг друга. И, несомненно, ваши регулярные контакты с президентом России создают прочную основу для развития двухстороннего сотрудничества между нашими странами по всем направлениям. И здесь мы также поддерживаем самое тесное взаимодействие на правительственном уровне. Регулярно встречаются главы наших правительств, регулярно мы проводим межправкомиссию и встречи сопредседателей. И все это, конечно же, положительно влияет на развитие наших связей. Конечно, хотелось бы также высказать удовлетворенность Российской Федерации решением вопросов по государственной границе между Киргизской Республикой и Республикой Таджикистан. Для нас это действительно радость, потому что наши два союзника договорились мирным путем, и это создает и пространство доверия между странами, пространство доверия в регионе, открывает возможности для сотрудничества, развития культурных связей. И, конечно же, это создает очень мощный фактор стабильности во всей Центральной Азии, что не может нас не радовать. Поэтому позвольте поздравить вас с этим достижением. Это действительно очень важно. Ну и, конечно же, мы удовлетворены уровнем взаимодействия наших стран в рамках наших совместных интеграционных объединений ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, ШОС. И тесно сотрудничаем в рамках Евразийского экономического союза. И активное участие Киргизии в этом союзе реально придало импульс развитию экономики вашей страны и способствовало развитию потенциала всего Союза. И здесь существуют сегодня все возможности для усиления позиций, и в том числе и в глобальной мировой архитектуре.